И вот это грузин, вот этот украинец, а этот отец Али. А они были вместе в партизанском отряде. И дружили они, очень друг без друга не могли. О фронтовых товарищах своего отца Али Исраил Халухаев узнал случайно. 9 мая в трансляции «Бессмертного полка» на федеральном канале он увидел эту фотографию в руках жительницы Санкт-Петербурга Оксаны. Найти и связаться с ней стоило Исраилу больших усилий. Как выяснилось, дедушка Оксаны Петр и отец Исраила Али прошли Великую Отечественную рука об руку. Они встречали разведчиков, которые уходили к немцам, разведчиков, сопровождали их во главе отца. Они поймали полностью разведроту, полностью арестовали и провели. Он был награжден орденом мужества и позже Красной звездой. Али Халухаев был призван на фронт на следующий день после начала Великой Отечественной. Он участвовал в боях в западной части Украины, Белоруссии. Защищал государственные интересы Советского Союза, командуя разведротой, которую возглавлял знаменитый советский разведчик Кузнецов. В 1944-м, когда началась депортация, Али решил продолжить войну с фашистской армией, поэтому и сменил имя, став на время Алексеем Халухаевым. Вместе с боевыми товарищами Али попал в плен к фашистам. Они сумели уйти. Часово уложили, они ушли, а которые были с ними, они отказались. Догонят собаками. Так. Когда они вернулись, только пепел в сарае был там. Человек 20-25, наверное, оставшись. Поскольку один из близких фронтовых товарищей Али грузин по национальности, о подвигах этой смелой тройки знают не только в России, но и в Грузии. Сейчас родные ветеранов собирают необходимые документы, чтобы установить в Грузии памятник 3 друзьям, защищавших родину от захватчиков. Сам Али вернулся с фронта в 1946-м, переехал в Казахстан к депортированной семье, работал на разных участках, помогал родным, а вскоре женился. У Али 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. Младшему Исраилу было 10, когда отца не стало. Помню отца. Я всегда за ним бегал. И как в семье бывает любимчики, я его был любимчиком. И проносили 9 мая награды, но тогда значения не придавали ветераны. И он всегда тыкал мне ее награду. Я поиграюсь, там потеряется. В семье Халухаевых бережно хранят награды и медали не только Али, но и его брата Османа. Он также сражался на фронтах Великой Отечественной, попал в плен к захватчикам, но смог вернуться живым. Боевое крещение в Великой Отечественной войне он получил с самых первых дней, так как его полк, 125-й полк 6-й стрелковой дивизии 4-й армии дислоцировался именно в Брестской крепости, и они первыми приняли на себя удар фашистских оккупантов. Стоит отметить то, что за 7 дней боев 125-й полк сократился до 45 человек, и они разделились на 3 отряда, и один из отрядов возглавил Осман Ибрагимович Халухаев. В 1945 году после освобождения он вернулся в состав рабоче-крестьянской Красной армии, чтобы продолжить воевать, но уже в Японии. Вернулся в 1957 году в родное селение, где занимал несколько руководящих постов, в том числе был руководителем Алханчурского колхоза. Для многих из нас Великая Отечественная война – это история страны, история семьи, для которых 40-е остались далеким и тяжелым воспоминанием. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.